Маршал Дощук, здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». Мы вам расскажем о самых важных и интересных событиях в республике за последние 7 дней. В студии Изабелла Хамурадова и в начале выпуска коротко о главном. Месяц, возвеличенный Аллахом. Наступил один из запретных мусульманских месяцев Раджаб, в котором произошло вознесение пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха на небеса. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби. Чеченской делегации устроили радушный прием. Первый в этом году пеший турпоход прошел в горах республики. Маршрут проходил от озера Казиной-Ам до селения Буни. Хочется сказать, чтобы наши молодые ребята, они еще участвовали в таких мероприятиях, они очень важны, они сплочают, они показывают, насколько наша Чечня красивая. 13 февраля мусульмане встретили благословенный Раджаб. Это один из 4 запретных месяцев в мусульманском календаре, в котором свершилось чудесное вознесение пророка Мухаммада, мир ему и милость Аллаха на небеса. Все благие и дурные деяния в нем приумножаются. В доме главы республики по традиции священный месяц встретили религиозными обрядами. Тему продолжит Абдулла Батаев. Череда из 3 священных месяцев в исламе начинается с Раджаба. Все благие и дурные деяния в нем приумножаются. В доме главы республики по традиции его начинают с религиозных обрядов. تعتسنا دتنا دوتشنا تيها در إذا فتشين خام غينيها لا ملاقي سنة ومفتاحة دين دي دوي الله إشتاي إشتخنا ورجب بتفرمتنا سنة قوش تيش دوي استخيدو بس خلاص الله دال فتح إش دار ساعة دويلا دال دنينا آخر تاحة تكنس بيخم بولتنا والمحكن يربال داعي وشت إبوبال مخاتوش شيء أهلون دي دقم لا تشون ديلا. Здесь собрались известные богословы, старейшины и мюриды кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. После зикра они прочитали дуа и совершили ночной намаз. أخوي باشا رمضان عشسة دلال شوي لذا دخسة عنش دوخش دخ ديك بلخش باش شيخ اسمي عديل حخويش قرآن شدي شوش دقة أغمارك دبيولش ديك بلخش بو بزغلوش داله هر بال وانت يردع أي باش وي باشا وي قام ويدريش دال عالش دش ويتسمكش болчан غولي машал даш بزغلوش دال قобу сады. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова в честь наступления священного месяца провел благотворительную акцию. По всей республике раздали более 600 овец. Помимо этого, фонд помог малоимущим семьям продовольствием. За один день было роздано почти 133 тысяч пачек хлопьев и 144 тысяч пачек семечек. Акция прошла практически во всех районах республики. Абдулла Батаев и Ислам Али Султанов. Неделя. В Республиканской детской клинической больнице имени Елизаветы Глинки прошел День открытых дверей, приуроченный к Международному дню детей, больных онкологией. Почетный гость глава республики. Рамзан Хаджи Кадыров пообщался с маленькими пациентами и вручил подарки. А региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал им материальную помощь. Подробнее смотрите в следующем материале. Центр детской онкологии и гематологии открыли меньше года назад. Сейчас на учете здесь 417 детей. Один из них Рабани. Ему всего 5 лет. Малышу диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Это злокачественное заболевание крови и костного мозга. Раньше на лечение приходилось выезжать в Москву. Плюс в том, что есть такой онкологический центр, можно лечить наших детей, не ездить никуда. Центр на 50 коек. Медицинскую помощь получили
получают дети до 18 лет. В отделении созданы все условия с учетом долгосрочного пребывания матери и ребенка. Регулярно учреждения посещают ведущие врачи страны и делятся опытом с местными. Если здесь создана хорошая база, если я это вижу, да, потому что очень важно, что это находится именно в детском стационаре, это очень важно, что это есть в республике, что это есть на хорошей базе, не просто с врачом, который посмотрел кожу, горло и так далее, а с хорошим спектром лабораторной инструментальной диагностики и со специалистами по этому спектру, а не просто мертвое оборудование, как мы иногда видим в других регионах. К Международному дню детей, больных онкологией в больнице имени Елизаветы Глинки прошел день открытых дверей. Мероприятие посетил и глава Чеченской Республики. На грудь Рамзана Хаджикадырова прикрепляют золотую ленточку – символ борьбы против рака. А в игровой комнате маленькие пациенты с нетерпением ждут главу республики. И вот долгожданная встреча. Вот так вот, да, матья, вот я он сказал, не дай, хало мирон, угай хало, да, молодец, хало хало хало, угай хало я, а? الصينعة عمردو، ها؟ عنترة، ما عم نقول سوسميلو ترى، حولنا أحسن سوسميلو، أحمو خايف سوسميلو. После веселых игр малышам вручили подарки. Кроме того, более 400 детей получили денежную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджикадырова. Выражают благодарность и сами малыши. Ваш труд не стоит осуждать, сам за себя он говорит. Ведь мне так сложно повидать, пусть вас Аллах всегда хранит онколог. Пусть ваш труд цветы запомнит люди на века, а сердце пусть живет любовь и лето радость века. О, молодец! Подарки новые. Ильясу всего 10 лет. Последние 2 года он борется с тяжелой болезнью. За его плечами 7 курсов химиотерапии. Кроме желания вылечиться, он мечтал встретиться с главой республики. Первый язык иранцев, ходу для слова что он yaptı. Он уже сохло мне рушкой. Он хайхало. عمود يدوي شو ده ما كله بشلون نعوازين عمود نري خلاص تعبوا دون جراد المرأة خلاص شو ده ما شو ده ده دقوا شوي هاي ده مدخل صوت ده خلاص ده كويس خلاص خلاص صوت ده كويس ده 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 كويس شو ده ده دقوا ده ما شو ده تقع في الهواء عم وش عن روبرت لوش عيروه ليش ما عندي يعني تذكرنا ماشي يعني زمان صدق لو زاد عنده ويقول تعوق تولك نقدر. Благодаря созданным условиям в центре дети проходят первичную диагностику на более ранних этапах и при необходимости в кратчайшие сроки направляются в федеральные центры, где проходят интенсивную фазу лечения. Очень повезло, что министр здравоохранения онколог, понимает полностью. Я чисто из-за того, что онколог пригласил его в республику, да. Человек этого, да, человек этого. Любой врач Строгачев. Да. Приезжает, помогает. В 2019 году Республиканская детская клиническая больница имени Елизаветы Глинки признана лучшим детским медицинским учреждением педиатрического профиля в России. Статуэтку с логотипом больницы вручают Рамзану Хаджикадырову. Коллектива.
Да, мол, вы мог чего-то, мы с нами шадери кей условия, что да, мол, вы берши, вы мог чего-то, вы сад, более ног чего, почва да, мы хотели твой, больше андар блил, но говорю, что да, это будет материал. Главу республики коллектив провожает всем составом. Завершилась встреча фотографией на память. В Международный день детей, больных онкологией, центр обслужил 50 пациентов, стоящих на учете у главного детского онколога Чеченской Республики. Для них организовали амбулаторный прием в консультативной поликлинике, а также возможность пройти до десятка различных видов обследований, включая биохимический анализ крови, УЗИ, КТ и МРТ. Изабелла Хамурадова и Салман Усманов. Неделя. Рамзан Хаджикадыров с рабочим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту чеченскую делегацию встретили высокопоставленные лица. Сразу же они направились на встречу с наследным принцем Абу-Даби. Мухаммед бен Заид аль-Нахаян устроил для гостей радушный прием. Стороны обсудили сотрудничество Эмиратов и Чеченской Республики, в том числе и эффективность реализуемых инвестпроектов на территории республики. Также глава региона передал устное послание президента России. В частности, Владимир Путин просил выразить благодарность шейху за помощь северокавказским субъектам в период пандемии. Принц, в свою очередь, передал слова приветствия президенту фонда имени Ахмата Хаджикадырова Аймане Нисиевне. О новостях из мира мусульман в рубрике «Умма» расскажет Элиза Тасуева. Здравствуйте, это рубрика «Умма» и я ее ведущая Элиза Тасуева. Депутаты Нижней палаты парламента Франции одобрили законопроект, усиливающий надзор за мечетями и школами в целях борьбы с радикальными исламистами. Поддержка уважения принципов республики – так называется сам документ. Он затрагивает множество аспектов жизни населения страны. В Париже прошла акция протеста. Жители уверены, закон будет ущемлять права мусульманской общины. Голосование Сената пройдет 30 марта. В Нидерландах благотворительная организация Хассена Холланда запустила гуманитарную помощь всем нуждающимся. Поддержку в этом благом деле им оказывает Исламская Федерация. Для бездомных и бедняков оборудовали специальные помещения. Любой желающий может подойти и получить свою порцию горячей пищи, сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу». Во время Рамадана мусульмане Индонезии будут прививаться в ночное время суток. Целый месяц постящиеся днем воздерживаются от ряда вещей. Процедура вакцинации также нарушает пост. Последователи других конфессий будут прививаться в дневное время суток. Завершить процесс вакцинации власти рассчитывают к марту будущего года. Соответствующее заявление сделал президент страны Джоко Видодо, сообщает CNN Индонезии. В Танзании будут штрафовать нескромно одетых туристов. Приезжим запрещено появляться в общественных местах в нарядах, оголяющих части тела. Эти правила были установлены еще в 2015 году. Нарушение норм приличия раздражает местных жителей, а также противоречит мусульманским законам страны. Сначала будет просто предупреждение, но если нарушения продолжатся, туристам будет грозить штраф от $700 до $5000 или даже тюремное заключение. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Чеченской Республике после оттепели выпал снег. Казалось, морозы уже позади, и весна уже наступила. Но погода преподнесла приятный сюрприз. Жители такому повороту только рады. Играют в снежки, лепят снеговиков. А тем временем коммунальные службы работают с еще большим усердием. Какая обстановка на улицах города, расскажет Ибрагим Умаханов. Чеченская Республика уже готовилась к весне. Такого снегопада точно никто не ожидал. Вернее, верилось с трудом. Но природа умеет удивлять. Такая погода местным жителям только в радость. Каждый находит развлечения по душе. Кто-то играет в снежки, другие лепят снеговиков. Давно вот такой погоды, такого мороза не было. В основном слякоть была. Это для нас неожиданно. Но это для здоровья хорошо. Сегодня погода хорошая, очень классная. Снега много. Наконец-то снег выпал. Вот с друзьями мы вышли, сейчас в снежки играли. Не следует забывать об опасных факторах. На улице сильный гололед, а не соблюдающие правила дорожного движения дети затрудняют без того сложное передвижение по городу.
Коммунальные службы стараются контролировать обстановку в городе. Убирают снежные наносы, расчищают аварийно опасные участки и разметки на дорогах. В этом им также помогают снегоуборочные машины. По словам синоптиков, такая погода продержится до 25 февраля. Салман Усманов, Ибрагим Умаханов, Маусар Даудов. Неделя. 1719 семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, получили материальную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Такая поддержка им оказывается регулярно. На этот раз она была приурочена к наступлению благословенного месяца Раджаб. Инициатором является президент благотворительной организации Аймани Несиевна. Подробности далее в материале. Отвага и готовность к самопожертвованию всегда отличали тех, кто выбрал делом жизни спасения людей. Благодаря таким героям в Чеченской Республике удалось восстановить мир и порядок. Один только полк имени Ахмата Хаджи Кадырова потерял 150 сотрудников. حقيقي مثلا حباختن باقي بوش حباخت لاش обычно орн цадауш бачо мош ал халгыштек дацоштек хурдон цанатугеш бекте хагул ба дистрилия шабу алешна цадалуали. Помощь семьям погибших сотрудников оказывают регулярно. Вот и сейчас региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова им вручает конверты с деньгами. وين شو داودخ بيشخلقش كيت عن دعوتينا وكما زي اتشولي زلربو وقت سويك شادعبيش أولي يوم دودي هكيرتو رأيقي إيتا سكودني افتما تيرقتو تشي تايونا ليباش ساند اعوى لي شو إيتا وغوية دروش واتر أهم بيخشي بيخون شوش. Помимо денежных средств, семьи получили продовольственную помощь – мешки муки, риса и сахара. По патрульно-постовой службе полиции денежную помощь получили 60 семей. Акции прошли во всех спецподразделениях. Провели ее в честь наступления месяца Раджаб. Fond gehört ja einmal nicht hier aus Daten sagen, stell achten so stand online. Ich stand da durch Stärkistus. Семьями погибших встретились и на территории полка «Север». Им также передали конверты с деньгами от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. 31 семья получила по 20 тысяч рублей. Прошло уже 17 лет, но до сих пор семья тяжело переносит горечь от потери отца. Он погиб в 2004-м во время зачисток на боевом посту. У него осталось 4 детей, один из которых пошел по его стопам. В полку полиции управления вневедомственной охраны помощь от фонда получила 151 семья.
تتأين شعاقي ويدلش كيف تنا وصدي أخشنسي نقشن مغار ويتعادون يشبيت من عنا واتويتان ويبوشوا ويبرمي أيما نسيون دائما ما نشدوش ورد نشدوش دائما نمانينا يلوشوا. Derezgul, ditsadarna, tkodonlarna, Ramzanna, Sinan Aymanina, daimna тонгод яшбуиш, Марги Баттах, Урбан Баттах. В Главном управлении МВД по республике с родственниками погибших встретился министр Руслан Алханов. Матерям и вдовам помимо конвертов раздали цветы. Семьям погибших наших боевых товарищей ищется обеспечивать. Мосту аур квартир, благоустройство домов, мосту аур сандешна ослу беженцы üştrilуш именно воежхена. Денежное ассигнование мосту аура именно в Белбол, андаш арбяка нет Белбол, на осица обеспечивать дальца догмелля чем дер. Хотелось бы сказать огромное спасибо главе республики за оказываемую нам поддержку и материальную, и моральную. Детям оказывается внимание. Также оказана помощь и при трудоустройстве детей. Несмотря на то, что все это случилось давно, дети выросли, детям и мне оказывается помощь, периодически звонят, спрашивают, нуждаемся ли мы в чем-нибудь, приглашают на различные мероприятия, оказывается и материальная поддержка. Огромное всем спасибо. В 2004 году в Ингушетии, Винесакан, любое мероприятие елчайна, за 10 дней, Дель Реза Хейль Кан Массана, Ахмад Хаджифон, Рамзан Ахматович, цаатка беш дистиндат Дель Рез Хейль, Даль Ялдуэль, Даль Юхаржуналардо. Республиканский ОМОН для передачи финансовой помощи пригласили более 70 родственников погибших. На территории батальона «Юг» также передали семьям конверты с деньгами. Бел сотрудник швой битспин боти, целдвизел швой датес битер боти, бор дина бог сенцен масва агор деш вона вастал ючунс молчунс бала датесерц диеш датесерц масва агор цел бисан двизелш цел томшек больнице вигарс масва агор. Я бы хотел поблагодарить в первую очередь главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, Героя России, а также поблагодарить руководство ОМОНа за оказанную помощь как и сегодня, так и за то, что, несмотря на все эти обстоятельства, оказывает помощь всегда, в чем мы необходимы. Всего помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова получили 1719 семей погибших сотрудников. В Чеченской Республике пришлось пройти много испытаний. Героев не вернуть, но память о них будет жить всегда. Изабелла Хамурадова и Салман Усманов. Неделя. То светило солнце, то шел дождь. В Чеченской Республике прошел первый пеший поход в этом году. От озера Казиной-Ам и до селения Буни. Экскурсия длилась 6 часов. Она была организована Министерством по туризму. Наша съемочная группа тоже приняла участие. Мы находимся на озере Казиной-Ам. Это настоящая жемчужина чеченских гор. Пеший поход начинается отсюда. Чтобы общую группу не задерживать, попрошу, сказали 15 минут, да? Чтобы все сразу собирались, чтобы мы не затягивали. Потому что нам еще до конца дойти, там пикник, пока мы доедем, до темна, чтобы мы завершили маршрут. Попрошу всех придерживаться наших этих сроков. Придерживаться сроков нужно, чтобы вернуться до темна. Сразу после инструктажа команда выдвигается в путь. Первый участок самый простой, 2 километра по асфальту. Впереди Хой, древний город стражников. После реставрации в древний город стражников будто бы снова вернулась жизнь. Это уникальная возможность окунуться в старинный быт вайнахов. В экспедицию отправился и министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев. Ничего подобного в южной части Чеченской Республики никогда не было. Это очень большое поселение, связанное с историей. Здесь прекрасные два объекта, это боевые башни. Ну и, соответственно, небольшое удаление от озера Казиной-Ам, всего лишь 2 километра, позволяет его также сделать очень популярным, потому что, как мы знаем, сам объект географический, озеро Казиной-Ам и прилегающая база
СТК-Кизинаям, они очень пользуются популярностью. Источник жизни. Так называется пеший маршрут в 24 километра. Вся дорога прописана по времени и промаркирована. Полгода мы сидели по домам, а в этом году планируем как можно больше проводить такие мероприятия, пешие походы, джип-туры и так далее. Данная территория была промаркирована нашими специалистами совместно со специалистами из Москвы, это маркированные маршруты России. Поэтому и заблудиться здесь почти невозможно. После селения Хой-группа спустилась в ущелье реки Ахките. Отсюда идти еще 9 километров. Обычно в день вот так вот нет такого, что ты начинаешь ходить и без остановки идешь какое-то количество километров. На 5-6 километр уже ноги расходятся, организм привыкает к темпу, дыхание как бы выстраивается. И открывается так называемое второе дыхание. Все. Дальше ты уже смотришь, думаешь, куда бы мне еще забраться. Путь пролегает по скалистой дороге вдоль обрыва. Для тех, кто здесь впервые, такой маршрут стал настоящим испытанием. Но и новичкам удалось перебороть все свои страхи. Через каждые 2 километра привал. Мы очень любим горы, эти плюшевые горы, вот эти нам очень нравятся. Мы обожаем Кизиной-Ам, и вот это первое наше путешествие, мы просто в восторге от этого. Мы второй раз в Кизиной, но поход мы еще не ходили никуда, и по горам вообще вот так вот не ходили. Очень интересно, с погодой нам повезло. В таком полномасштабно организованном походе я участвую первый раз, и то, как это было организовано, то место, где мы посещали, и мы сейчас где-то находимся в середине пути, и мне уже все радует, все я вижу в первый раз, и я раньше даже и не подразумевал, что вот у нас есть такие красоты, и каждый уважающий себя чеченец должен посетить эти места. Собрать всех этих людей здесь – это большое событие для нас. И спасибо, что эта возможность для нас дана. И хочется сказать, чтобы наши молодые ребята, они еще участвовали в таких мероприятиях. Они очень важны, они сплочают, они показывают, насколько наша Чечня красивая. Последним этапом стало восхождение на гору Маакажой высотой более 1,5 километра. Но и с этим препятствием вся группа справилась. Отсюда, словно награды за проделанный путь, открывается потрясающий пейзаж, а еще вкусный обед под открытым небом. Абдулла Батаев, Имран Абазаев и Салман Усманов. Неделя. Рамзан, спасибо за мирную республику. Огромный портрет главы республики с такой надписью можно было заметить 17 февраля на площади перед центральной мечетью «Сердце Чечни». Флешмоб организовали сотрудники общественной организации «Ахмат». Он был посвящен 14-летию со дня назначения Рамзана Хаджи Кадырова на должность исполняющего обязанности президента Чеченской республики. Владимир Путин по назначению Рамзана Ахматовича главой региона, президентом Чеченской республики, исполняющий обязанности. Это такой переломный момент в истории, уже второй переломный момент в истории чеченского народа, современной истории. И это очень важный момент. И многие люди вот этот день закидывали картинки в Инстаграм, поздравляли, писали поздравительные тексты. И мы, молодежь Чеченской республики, решили по-своему поздравить Рамзана Ахматовича с этим днем, выражая ему благодарность лозунгом «Рамзан, спасибо за мирную республику». От имени всех молодежи я желаю Рамзану Ахматовичу Кадырову благополучия народа, всех благ, всего самого наилучшего в этой жизни. В стенах ГГНТУ прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы. Проектные решения в сфере транспорта и логистики». Здесь обсудили вопросы цифровизации транспортно-логистического комплекса. Студенты презентовали различные IT-технологии. 3 лучших проекта рассмотрят в Министерстве транспорта и связи. Сегодня затрагиваются достаточно актуальные темы. Это все самые передовые технологии, которые существуют у нас в России, да не только в России, но и в мире. Наши ребята, молодые студенты, предлагают их применять в нашей республике. У нас есть в каждом органе исполнительной власти по одному куратору, который занимается взаимодействием с молодежным правительством. И с этими кураторами мы будем обсуждать данные выигрышные, так скажем, проекты. И на основе этой работы мы уже представим проект. Как мы знаем, у нас идет глобализация и все внедрение различных IT-технологий. Я рассказывал, как поможет внедрение этих технологий. Честно говоря, у нас только сейчас появился такой предмет, как логистика. И только-только я, так сказать, начал свой путь. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адикюэл Шумаш Айл.